Дорогие друзья, всем добрый вечер. Очень рад всех снова видеть. Я сейчас стал немножко реже делать эфиры, да, но зато, как видите, мы выкладываем постоянно другие разные произведения для вас, записываем. Вот цикл из песен Брамса продолжается. Скоро вас, я не помню в какой день точно, может быть в субботу, по-моему, вас ждет концерт, где мы 8 песен Брамса представим, да. Это будет запись, записанная онлайн 8 песен, так что смотрите, следите обязательно за нашими обновлениями. Вот. Также скоро будет цикл из военных песен, посвященный 9 мая, так что ждите и следите, пожалуйста. Сегодня мы с вами продолжаем страсти по Иоанну. Мы, как вы помните, остановились в конце первой части. В конце первой части, где Петр 3 раза отрекся от Иисуса, и заканчивалась хоралом эта первая часть. «Безогляден в думах Петр от Христа отрекся, взор суровый, испытав, вдруг заплакал горько. Обратись ко мне, Иисус, если не раскаюсь, если зло я сотворю, загляни мне в душу». И вторая часть тоже начинается с хорала. Очень интересно, что кроме, собственно, первого номера, да, который, как вы помните, является колоссальным масштабным хором, конец первой части, начало второй, конец второй — это хорал. Вот для меня вообще хорал самая такая оптимальная форма молитвенности какой-то, я не знаю, какое слово подобрать правильное, но она очень глубокомысленная и очень настраивает здорово человека вообще на весь вот этот вот лад этой всей истории, этого всего действия, события. Итак, мы продолжаем. Вторая часть открывается с хорала. «Christus der uns selig macht». «Осчастливил нас Христос, зла не совершал Он, среди ночи был за нас схвачен как преступник, пред безбожною толпой обвинен подложно, был оплеван, оскорблен, сказано в Писании». Напоминаю, что здесь эквиритмический перевод, то, что я читаю, это книга выдающегося музыковеда, музыканта и просто великого человека Михаила Сапонова, который сделал эквиритмический перевод. Вот эти слова, которые я прочитал, можно подставить, очень возвышенные такие, да, можно подставить и петь на вот эту вот музыку с русским текстом. Итак, я играю хорал. Сейчас, погромче сделаем. Потрясающий совершенно хорал. И идет евангельский речитатив, очень длинный, большой речитатив, перемежающийся с хорами. Поскольку мы целиком, очевидно, сыграть не успеваем, я буду вам играть фрагменты и объяснять основные какие-то пункты. Итак, евангельский речитатив. «От Киафы повели Иисуса в приторию. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ, и идет длинная реплика хора: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Логика железная. Итак, играем речитатив. Пилат говорит: в чем обвиняете человека?
вот дальше идет такой моторный хор абсолютно. Если бы он не был злодей, мы бы не предали его тебе. Какая-то в нем есть неестественность и причитание такое. Вот послушайте переклички. Продолжается таким образом, да, мы сокращаем, потому что у нас иначе не хватит времени. Вот народ причитает: если бы он не был злодей, мы бы не предали его тебе. Пилат сказал им: возьмите его, вы, и по закону вашему судите его. Но евреи сказали ему: нам не позволено предавать смерти никого. Опять же будет такой моторный, сейчас вы услышите неестественное, очень неестественное звучание хора. Сначала Пилат говорит, да? Дальше начинается вот этот хор, да? Нам не позволено предавать смерти никого. И вот эта вот вся неестественность аргументов, да, фарисейских, вот, она очень здорово запечатлена. Здесь будет такая постоянно навязчивая идея. Wir dürfen niemand töten. Мы не должны никого убивать. Послушайте, как это звучит. Речитатив. Да сбудется слово Иисусова, которое сказал он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему: ты царь иудейский. Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе обо мне? Пилат отвечал: разве я еврей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал? И Иисус отвечал: царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан евреям. Но ныне царство мое не отсюда. И интересно, что вот этот речитатив последний Иисуса, да, в страстях по Матфею, он бы был уже с аккомпанементом струнных инструментов сделан, естественно. Но здесь он, как бы, как и в страстях по Иоанну, нету со струнным оркестром речитативов. Но здесь он снова такой распевный, очень медленный становится и глубокомысленный. Что-то от страстей по Матфею такое, отсылающее нас опять к благородству и всезнанию Иисуса. Так сначала речитатив идет. И вот Иисус поет медленный: «Мое царство не от мира сего».
очень философский хорал потрясающей красоты. Ах, царь великий, ты велик навеки, как выказать сполна мне эту веру? Не знает сердце, чем воздать величию, где дар достойный. Я разумом своим не постигаю, где милости Твоей найду сравнение. Любви Твоей деяниям, как смогу я ответить делом. Этот хорал повторяется 2 раза, но я 1 раз сыграю, но послушайте, он невероятной совершенно красоты. Гармонии в конце, конечно, но это что-то запредельное. Евангельский речитатив продолжается. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» И Иисус отвечал. Опять же, Иисус начинает не как в страстях по Матфею, не распевно здесь идет, да, но он все равно, то есть в смысле идет распевно, но не аккомпанируется струнным оркестром, нет такого чего-то величественного в плане оркестровки, как в страстях по Матфею, да, но в плане музыки это, конечно, феноменально сделано. Значит, итак, ты царь. И Иисус отвечал: ты говоришь, что я царь. И на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего. Пилат сказал ему: а что есть истина? И сказав это, опять вышел к евреям и сказал им: я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского? Тогда опять закричали все, говоря: не его, но Варавву. Это будет хор: не его, но Варавву. Не его, но Варавву. И продолжается речитатив небольшой. Варавва же был разбойник. Тогда Пилат взял Иисуса и подверг его бичеванию. Вот посмотрите, здесь будет интересно, очень у Баха сделано. Подверг его бичеванию. Какая мелодия у тенора, обратите внимание. Я же сам покажу. Подверг бичеванию. То есть вот, когда солист поет, он специально это делает. Бичеванию, гайссельтерин, там очень жестко, чтобы изобразить голосом как бы вот эти хлысты, да. После чего идет запредельной красоты ария, ее практически нереально изобразить на рояле, я вам рекомендую слушать, но я вам сыграю разные кусочки, с какой стороны к ней подходить.
Ария баса. Послушайте, ариоза баса, не ария, ариоза. Betrachte meine Seele. Смотри же, о душа, со страхом и блаженством в усладе горькой сдавленного сердца. Твой высший клад — Христовы муки. В челе Иисуса боль колючек, тебе они как первоцвет. Тебе, что сладкий плод терновья горечь будет, но ты без устали смотри, ты — это душа, смотри. Вот, смотрите, здесь потрясающие две виолы даморы. Это инструмент такой, ну, кто, наверное, многие знают, предшественник скрипки, но это потрясающе, когда говорят о старинной музыке предшественник тогда, но эти тембры, они неповторимы абсолютно, этих инструментов, и, конечно, сегодня это играют на виолах, это 6- или 7-струнный инструмент виола даморы, две виолы даморы. Но это не самое главное, хотя сложно сказать, что здесь главнее. Здесь орган, в прямом смысле играет органный пункт, вот, часто он на одной ноте, и играет такие фигурации, переливы органные. Посмотрите, как это с виолами. И бас поет. Я на октаву выше сыграю. Таким образом идет эта ария, все время здесь невозможно изобразить, но вот этот вот самый главный органный пункт, вот посмотрите, как это здорово звучит, окончание. Все время. И какой текст? «Смотри же, о душа, со страхом и блаженством в усладе горькой сдавленного сердца, твой высший клад Христовы муки, в челе Иисуса боль колючек, но ты без устали смотри», сокращаю, да? И вот при том, что такие терновьи как бы переливы идут в какой-то степени, но все время вот это Божий перст, Божья какая-то энергия, Божья рука все время превалирует. Смотрите. С величественной мелодией баса такая. Очень глубокомысленная, сильная такая ария, потрясающая совершенно органы, две виолы даморы, это невероятно, это запредельно. И в стык очень интересное сочетание, такого не было в страстях до этого у Баха. В стык после этого ариоза баса идет ария тенора. Мог бы быть в страстях у Матфея было просто речитатив, а не ариоз, да, речитатив и ария. А здесь сразу вторая ария тенора. И посмотрите, вот здесь был бас, говорил нам, смотри же, о душа, со страхом, да, на крестовой муке. И тут же ария тенора. Сравните эту спину в пятнах крови, в следах побоев, с небесным сонмом звезд, с небес, когда большие волны потопа спешно прочь уходят. Сверкает радуга красою, как Божий знак, завет любви. Сравните эту спину в пятнах крови, в следах побоев, с небесным сонмом звезд. С небес, когда большие волны потопа спешно прочь уходят. Сверкает радуга красою, как Божий знак, завет любви. Но тем не менее, вот сравните эту спину в пятнах крови, в следах побоев, это тоже очень длинная ария тенора, да, здесь тоже две виолы даморы тоже ее играют. Посмотрите,
вот эти вот следы побоев, как выражены, тоже какие-то бичевания слышно. Так, что у нас со звуком? То же самое поет вот эти там, па-па-пам, как будто бичевание какое-то, следы побоев. Потрясающе глубокая ария, тенор вторит также точно оркестру здесь. Но я целиком не буду играть, потому что мы иначе не дойдем до конца, да? Вот точно действительно потрясающие силы. Слушайте, очень рекомендую. Идем дальше. Евангельский речитатив. И воины, сплетши венец из колючек, возложили ему на голову и одели его в пурпурный плащ и говорили: «Радуйся, царь иудейский». Вот дальше будет хор «Радуйся, царь иудейский». Тоже такая помпезная, нарочитая, неестественная радость какая-то в этом. То есть все как будто поперек идет. Вот играют речитатива. «Радуйся, царь иудейский». «Радуйся, царь иудейский». Дальше речитатив. «И били его по лицу. Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в пурпурном плаще, и сказал им Пилат: вот этот человек. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали». Вот здесь будет длинный хор, я тоже вам кусочек сейчас сыграю. «Долой, долой, распни его». Вот играю до хора сначала. Распни его. Кройциге им. Такой будет, сейчас я вам сыграю, просто сначала покажу, да. Кройциге, это значит распни. Пам, па-па-пам. Все время повторяется ритм. Вот продолжается такой очень длинный пам, па-па-пам, распни его. Очень здорово это сделано. Причем хор поет и мелодию, и вот сначала перекликаются тенора с басами, поют это кройциге, распни, потом поют наоборот. Сопрано это, а тенора с басами длинную такую хоральную мелодию играют. Вот, то есть очень здорово это и очень ярко и колко так сделано, как бы реалистично. Так, двигаемся дальше. Распни его. Пилат говорит им: возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Евреи отвечали ему: мы имеем закон, это опять будет хор сейчас, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим. Вот здесь интересно, по сравнению со страстями по Матфею, чуть более такие
хотя это произведение раньше было написано, да, здесь чуть более длинные хоровые эпизоды, они прямо очень, ну, такие массивные, и буквально вплоть до того, что они по несколько минут длятся внутри речитативов. Обычно в «Страстях» по Матфею это были только, ну, сравнительно небольшие куски, как реплика действительно. А здесь Пилат говорит, речитатив и целый хоровой эпизод, то есть это очень здорово погружает так прямо с головой человека. Итак, играю речитатив и хор. Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть. Смотрите, опять какой неестественный хор дальше, и причем инструменты играют в унисон с хоровыми партиями, то есть это четырехголосие фактически, звучит пятиголосие. Но достаточно «Wir haben das Gesetz», ну как бы можно по-русски «Имеем мы закон», то есть здесь Бах как бы подчеркивает такой музыкой какой-то тупой, знаете, вот по-другому не знаешь, как сказать, такой грубо кондовой музыкой, что у них нету, у обвиняющих Иисуса аргументов как бы нет. Он все время всеми этими хоровыми эпизодами подчеркивает банальность ситуации с точки зрения закона, да? Вот, wir haben das, имеем мы закон. Да, вот эта вся тема продолжается, длинный такой, очень массивный, масштабный хор. Так, двигаемся дальше. После этого хора Пилат, услышав это слово, убоялся еще больше и опять вошел в приторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» И Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». После этого Пилат пытался освободить его. Вот это речитатив, после которого будет хорал. Пилат пытался освободить его, и после этого идет хорал. «Твоя неволя, Божий Сын, приносит нам свободу. Твой плен всех милостей – трон, всем праведникам – вольность. Не впал бы в рабство ныне ты, навеки в рабстве быть бы нам». Смотрите, какой невероятной красоты хорал. Потрясающая совершенно вещь здесь вот это.
потрясающе, действительно невероятно. Как бы вот эти хоралы, они в данном случае в этом всем драматическом эпизоде, вот который мы сегодня именно рассматриваем, такой где-то примерно до арии, до 58-го номера, они оттеняют немножко, потому что хоры все время носят такую неестественную кондовую характеристику такую, да, тех, кто обвиняет Иисуса. Речитативы, понятно, они такие, речитативы, они есть речитативы. А вот хорал, он вносит лирический элемент, то есть такое противопоставление получается своего рода. Евреи же закричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Это хор поет точно на ту же музыку, как и до этого я вам сыграл «Имеем мы закон». Вот я вам просто начало наиграю, да? Сыграть не буду, абсолютно тот же эпизод. То же самое хор поет: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Все это указывает, кондовость музыки, на неестественность аргументов. Бах это как бы принципиально отражает. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лефастратон, каменный помост, а по-еврейски Габбата. Тогда была пятница перед Пасхой, около 6 часа. И сказал Пилат евреям: «Вот ваш царь». Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали, реплика хора идет: «Нет у нас царя, кроме кесаря». И вот эта реплика хора, когда будет хор отвечать, она тоже построена на предыдущем: «Распни его, кройте, кройте». И абсолютно та же самая музыка, тоже я начало только вам сыграю. И евангелист говорит: «Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа». Вот этот весь эпизод. Дальше хор начинает петь, как бы дословно «weg mit ihm», то есть «прочь его, распни его». Сначала это другая немножко музыка, а потом опять начинается «распни его». Вот опять то же самое: «Распни его, распни его, распни его». Очень такая жесткая пам-па-па-пам, кройциге, кройциге, кройциге им. Длинный хоровой эпизод, абсолютно повторяющийся полностью то, что было до этого, когда они пели «Распни его». 45-й номер дальше идет. Пилат говорит им: «Царя ли вас?» Да, это вот я сделал. И после этого вот здесь небольшие расхождения у меня в этой партитуре. Да, Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. После этого будет ария бас. Вот играю вот этот эпизод. Кроме кесаря.
дальше идет потрясающей красоты ария, тоже она длинная, с хором. Очень здорово здесь это сделано. Мы сегодня на ней остановимся, я сейчас ее вам объясню, да, и мы пойдем дальше. Она со струнным оркестром, только это ария. Значит, здесь очень интересно это сделано. Поет бас и хор. Что-то напоминающее страсти по Матфею, когда один спрашивает, а другой отвечает. Бас поет: «В путь, о страждущие души». Вот до этого был речитатив, да? Он вышел, неся крест свой, вышел на место, называемое Лобное. И теперь как будто призыв такой идет: «В путь, о страждущие души, впредь забудьте муки ада». В путь, и хор. Куда? На крестный холм. Воспримите крылья веры. Взлет. Куда? Голгофа ждет вас. Ваша благость там цветет. Вот это интересно, прямо у Баха из страстей в страсти переходит. Куда, да? Смотрите, вот он кто, ваш суженый, смотрит, как агнец он здесь. В путь, куда? На крестный холм. Взлет, куда? Голгофа ждет вас. Ваша благость там цветет. Вот такое вступление здесь. Очень длинная мелодия, и потом вот этот хор, когда куда, посмотрите, как это здорово сделано. Я вот медленно. Куда, 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 куда. То есть вот такие реплики, сейчас я там вместе сыграю, я вам просто объясняю сначала. Раз, два, куда, куда, куда. На Голгофу, на Голгота. Вот как это вместе звучит. Да? Действительно потрясающее такое признание. И продолжается эта ария вот таким образом. Действительно, просто шедеврально. Просто шедеврально. Я вам рекомендую слушать, потому что все вот эти арии, уже их очень трудно изобразить как следует на рояле, да? Вот, ну я какие-то, конечно, еще поиграю вам, но тем не менее рекомендую слушать, особенно, конечно, старинные записи, старинные исполнения, как я всем и рекомендовал. Вот таким образом, дорогие друзья, мы дошли до середины приблизительно второй части «Страстей по Иоанну». Нам еще много осталось, мы в воскресенье обязательно закончим. Слушайте обязательно записи, которые вот я вам рекомендовал. И скачайте книгу Михаила Сапонова «Шедевры Баха по-русски». Собственно говоря, таким образом вы можете тотально это произведение изучить. Например, послушать, глядя на запись сейчас, особенно вот просто даже с точки зрения музыкальной, если забыть про содержание, да, про то, что это сочинение значит для души каждого человека, забыть про это, просто посмотреть с точки зрения, какие инструменты, как это сделано, как это было при Бахе, можно сколько угодно дискутировать, да, но в любом случае на инструменты-то известно, какие были при Бахе, по крайней мере на них играется, когда запись на них идет, это очень здорово слышно и очень интересно. То есть вот запись я вам пришлю, могу порекомендовать, смотрите, и вот таким образом, имея текст вот в этой книге «Шедевры Баха по-русски» Михаил Сапонов, вы можете включить вот эту потрясающую запись и просто действительно окунуться в атмосферу баховского времени, потому что там вплоть до пюпитров даже у них, ну, в церкви, естественно, храмы того времени, да, баховского, вот, если не раньше даже, да, но вот эта атмосфера и с текстом посмотреть,
Также можно после этого партитуру, с партитурой, с клавир, но лучше с партитурой, конечно, да, вот у меня хорошая партитура, я с MSLP сайта скачал. То есть это действительно вот за два раза прослушав от начала до конца, можно очень здорово углубиться вообще в Баха, в эту эпоху и посмотреть, что это такое. Как здорово вот эти куда-куда я вам сейчас объясняю, да? А там это из одного угла поет хор. Здесь солист спрашивает, оттуда ответ идет. То есть это такой, знаете, IMAX получается просто ни много ни мало. Действительно, эффект тотального погружения. Так что я действительно всем это рекомендую. Дорогие друзья, всем большое спасибо. Мы закончим «Страсти по Яну» в воскресенье. Слушайте, я рад, что мы в таком чуть более спокойном режиме, чем «Страсти по Матфею» делаем, чтобы успевало отложиться что-то. Вот еще раз напоминаю про основные разницу в чем. Здесь нет речитативов аккомпаниата, как в «Страстях по Матфею». Даже Иисус поет под аккомпанемент континуа или органа, да? Вот. И здесь, видите, вот мы сегодня такой драматический эпизод взяли, когда Иисус идет на Голгофу, где очень длинные хоры, где очень в прямом смысле Бах такую музыку кондовую пишет, передающую, вот эта кондовость передает тех, кто обвиняет Иисуса, хоралы, как бы как Господь Бог сверху что-то такое спускается свет. Ну и сами речитативы небесной красоты, они говорят сами за себя, как бы три таких плана. Вот. Еще раз всем большое спасибо. Также следите за нашими обновлениями на канале НСОРВ, Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Мы, как я уже говорил, скоро представим вам следующие песни Брамса, как и обещали, с Артуром Назиуллиным. И 1 мая ждите целый концерт на нашем канале из 8 песен Брамса. Будет запись 8 песен Брамса подряд. Я всех приглашаю. Это действительно потрясающая музыка. Я надеюсь, что мы продолжим этот проект, потому что музыка небесной красоты, абсолютно космического масштаба. Просто музыка потрясающая. И, конечно же, за неделю до праздника Великой Победы, для главного, наверное, праздника в нашей родине, да, в России, мы будем также выкладывать для вас военные песни, и мы будем с Артуром Назиуллиным это делать, и будут солисты и артисты нашего оркестра. Вот, так что следите за нашими обновлениями, мы надеемся, что будем радовать вас и вдохновлять самыми высокими эмоциями. Всем большое спасибо и до воскресенья. Всего доброго.